которые в возрасте больше зарабатывали, двигались, приводили людей, а человек, на которого я делала ставку, почему-то ходил, иногда никого не мог подписывать и уходил. У вас было такое? Да. Я думала, ну почему? Ну почему одни люди зарабатывают деньги, а другие нет? Вы задавались таким вопросом? Я всегда задавала себе такой вопрос, я думала, ну почему? Ну я понимала, что нужно обучаться. Я всем говорила, обучайтесь. Эти люди и обучались, и на тренинги ездили. Вообще, своим первым ключом, почему я закрыла этот бизнес, это, знаете, это моя открытость и мое стремление обучаться. Когда у меня на руках был маленький ребенок, я знала, что я могу отстать, я не смогу своих людей вести как другие, потому что нет возможности каждый день выезжать куда-то, обучаться. Я тогда для себя открыла интернет и училась по интернету, и до сегодняшнего дня очень много тренингов, онлайн-тренингов я прохожу по интернету. Поэтому у вас у всех есть возможность, даже сидя дома, что делать? Обучаться, освоить интернет. И вот, наконец-то, я нашла ответ на вопрос, почему у одних получается, у других нет. Оказывается, это зависит от того, через какие боли мы прошли в детстве. Представляете? Мы же с вами все в детстве что делали? Проходили через какие-то боли, через унижение. Даже если взять на то, что в школе учителя нас ругали иногда какими? Бестолковыми, там, тупыми, да? Вот, мои братья меня всегда, я очень была общительная, и как только к нам люди в гости собирались, я всегда переодевалась, думала, сейчас я буду петь им песни. И когда я им пела, мне деньги давали, и это мне нравилось. Однажды, когда гости собирались, я тоже одела свое такое самое красивое платье, может оно было у меня одно платье, я не знаю. И только собиралась петь, и один из братьев старших мне говорит, ой, своим ослиным голосом она опять собирается петь, бессовестно она и ездит заработать. Я тут обиделась, начала плакать, сняла платье, вообще выбросила, и с тех пор я вообще не пою. Представляете, это же заряд, это же Алина, которая села. Я вообще люблю петь, я пела тогда, когда дома никого нет. Кричала, пела. А когда люди, я не пела, потому что, представляете, это вроде бы каждый раз вам такое говорят, я больше не пою. И потом я всегда говорила папе, ну, купи мне велосипед. Купи велосипед. Он никогда не покупал. Почему? Потому что у нас много, хотел дать всем образование, денег не хватало. Братья ездили на Урале, а я всю жизнь мечтала. Даже я в конце концов говорю, ладно, женский не покупай, но мужской купи. Он говорит, я куплю тогда, когда будет коммунизм. Я говорю, когда будет коммунизм? В 70-х годах. При Хрущеве это было. Наступил 70-й год, уже Хрущева убрали, я однажды со слезами пришла к папе, говорю, Хрущева нет, теперь когда будет велосипед? Таких вот не было велосипеда. И эта боль, оказывается, осталась. И у нас у многих эти боли остались, правильно? Куклу, я никогда, у меня живой куклы не было, потому что нам не покупали, мы игрушки делали, ну там, из камней, из дерева, машины, я всегда войнушку играла. У меня все повадки, как у мальчиков, потому что игрушек нет, куклы нет, что мы делаем после военные дети? Войнушку играем, я утром вставала, уходила к речке и целый день так купалась, курила. Ходила, потому что если морковки нет, мы там конюшню ходили, оттуда делали. Я была, знаете, я пошла в 5 класс, когда мне было 8 лет. Почему-то я уже предпоследний ребенок, у родителей не хватило энергии или что. Но я пошла уже, когда уже, а дети там такие были. Естественно, физическое превосходство. Я детей что делала? Отбирала сладости, и меня в угол ставили учителя. И дети мне дали прозвище, я верблюд, страус. И я когда выросла, у меня было столько комплексов, я вообще боялась выходить на сцену, выступать. Я вообще прятала руки, потому что, когда замуж вышла, у мужа перчатки, они были мне малые. У меня еще комплексы появились, вот так я прятала. И когда хотела уже хороший нормальную обувь покупать себе, я в магазин приходила и говорила, ой, блин, я хочу нормальные модельные туфли, но у меня ноги такие, знаете, какие? Ненормальные, все пальцы на одном уровне, естественно, модели тогда же были какие узкоконечные, да? Не подходили, в итоге я, оказывается, была вся больная. И сегодня очень много таких людей. Многих там
в школе ругали сестры, братья на улице. И вот так мы все с комплексами, с обидами. Все эти обиды нам, оказывается, сегодня вот если мы болеем, вот это как Москва. Я когда задавала вопрос, почему у них получается, почему мы болеем, почему, я попала на международное обучение на целый месяц, в Индию поехала. Но я, может, туда не поехала, если бы не мои дети. Мои дети поехали туда, обучились, и оттуда они приехали совершенно другие через месяц. Уже совсем не земные какие-то. Я когда увидела у них такое изменение, я тоже поехала и убедила мужа, давай поедем тоже. И тогда я нашла ответы на все вопросы, почему у одних людей все получается, а у других нет. Это, оказывается, заряды все, вот, то, что нам в детстве давали. И я, когда пришла в Тиньши, все мои ноги, руки, все болели. Вообще я ходить не могла. Я обувь снимала, массировала пальцы и снова одевала, двигалась. Но когда стала пить продукт, у меня было все хорошо уже. Но когда приехала в Индию, у меня страшно стали болеть руки, ноги. Это непринятие себя. Представляете? Вот. И когда там просто так повезло, что я там проходила курсы работы с подсознанием. Сейчас есть книга. И вот так я поняла, что все, что я себе говорила, все, что мне говорили братья, сестры, все это, оказывается, нам не дает возможность зарабатывать деньги, и мы от этого все болеем. И вот так я стала все вытаскивать, и сегодня вот вчера, когда ребята проводили обучение, я поразилась тому, какие люди здесь грамотные, что они первый день давали, как пить продукт, как вернуть здоровье, а второй день давали духовное обучение. Сегодня, ребята, духовное обучение и психология – это 80% вашего успеха, 20% это как делать, как приглашать людей, как подписать, это всего лишь 20%. Поэтому то, что вам говорили, если вы будете выполнять, как нам говорили, в 5 часов утра вставать, делать зарядку, я бы вам еще добавила медитацию, я потом духовный чат отправлю ваш, то есть не духовный, вот чат, который детокс, я вам дам подарок, очень хорошую медитацию, которую вы будете делать через месяц, 2-3, все ваши проблемы еще начнут уходить. И вот там я поняла, нашла ответы на все свои вопросы. Вначале духовный рост, а потом у вас пойдут деньги. Что такое деньги? Деньги – это проявленный дух. Поэтому я вам хочу сказать, ваши все эти проблемы начнут уходить, если вы начнете улыбаться, начнете отдавать друг другу, помогать друг другу. По приезду сразу начнете рассказывать людям, как можно вернуть здоровье. И все. И дальше, если будете изучать, сегодня очень много школ духовных. Даже я сайт дам. И что я в заключение хочу сказать, потому что уже было много предыдущих выступлений. В заключение хочу сказать вам. Ваше здоровье в ваших руках. Все вы сможете сделать, если только захотите. И с такими мощными руководителями, которые ведут, с вашими спонсорами, вас же кто-то пригласил же, да? Кто-то же вас пригласил. С ними вы очень быстро будете двигаться, если у вас будет хоть одно качество. Знаете, какое качество? Качество благодарности. У человека никогда ничего не будет двигаться идти дальше, если отсутствует благодарность. Поэтому сегодня по приезду поблагодарите в первую очередь тех людей, которые вас сюда отправили. Поблагодарите своих родителей, потому что у вас у всех есть родители. И у вас есть два Бога. Папа и мама. Благодарите. И не важно, родители ваши живы или нет, в духовном мире мертвые, живые, они существуют одновременно. Просто представьте и поблагодарите своих родителей за то, что они подарили вам жизнь. Они больше ничего вам не обязаны. А они нам еще сколько сделали, да? Дали образование, научили ходить. Даже многие сегодня за нашими детьми смотрят. Поблагодарите. Поблагодарите друг друга. Если бы сегодня вас не было, и меня бы здесь не было. Поэтому я благодарю каждого из вас. Именно благодаря вам я сегодня здесь стою и увидела вот это красивое место. Вот такой горячий источник, о котором я почти 30 лет слышала, и вот наконец-то увидела благодаря таким замечательным людям. Тоже поблагодарите.
И всего 3 вещи запомните, которые приведут вас к успеху. Даже могу назвать это как треугольник. Запомните, треугольник. В основании этого треугольника это ваше физическое тело. Чтобы преуспеть, заработать большие деньги, нужно в форме держать свое физическое тело. И молодцы, здорово, что вы сегодня здесь сидите, потому что именно физическое тело начинается с очищения этого тела. Согласны? Сегодня у вас не только физическое тело очистилось, даже и сознание очистилось в какой-то мере. Значит, нужно каждый день качать свое тело. Энергия, чтобы у вас была энергия. Когда вы будете качать, даже когда будете танец живота, когда даже упражнения будете делать, ваше тело будет что делать? Станет живым. Мы ожили, ребята, мы приехали все мертвые. Никакой улыбки, никакой реакции, все закрыты. Сегодня мы с вами живые. Согласитесь? Да. Второе, на что нужно обратить, вот одна, еще вторая сторона треугольника, это ваши мысли. У вас мысли должны быть позитивные. Уже учеными доказано, я это получила на практике, поверьте мне, когда я обучаюсь там и езжу по 30 дней, мы там получили опыт, что ваши мысли, не ваши мысли, мыслям 3-4 тысячи лет. И если вы сели сейчас на место какого-то человека, и этот человек, если все время думает о спортивной машине, у вас ночью могут сниться сны о спортивной машине. Это мысли, которые к вам приходят в голову, печальные. Представьте себе, что это не ваши мысли. Они просто что делают? Летают. Если вы будете все время медитировать, работать со своим подсознанием, никогда вас плохие мысли не будут что делать? Посещать. И мысли всегда нужно контролировать. Если пришли плохие мысли, контролируйте, убирайте, скажите, пошла вон отсюда, это не моя мысль. И найдите хорошую мысль. Мысли порождают эмоции и чувства. Если хорошие положительные мысли, какие чувства у вас возникнут? Положительные эмоции и чувства положительные. Если у вас хорошее настроение, эмоции положительные, к чему они ведут? К действиям. А действия ведут к результату. Сегодня, если у вас нет результата, вы не зарабатываете денег, это не проблема, ребята. Это всего лишь результат неправильных мыслей, негативных мыслей. Поменяйте мысли, у вас будет результат. Деньги это всего лишь 10%. У вас 90% есть. Слава Богу, вы все богатые. Если бы не было у вас денег, вы бы сегодня здесь не сидели. Согласитесь? Сколько людей сегодня не смогли приехать, потому что у них действительно ничего нет, а у вас есть деньги. Давайте поаплодируем. Ладно, даже если денег нет, сегодня вы все приехали на своих ногах. Вы все слышите меня? Да. Это богатство? Особенно глухих людей. Вы видите меня? Да. Зрение это богатство? Да. У вас дома ждут дети? Кого дети ждут? Все. Кого родственники ждут? Кого жены, мужья ждут? Это же богатство, когда вы ощущаете, чувствуете, что кто-то вас дома ждет. Представляете? Это же богатство. Теперь мы с вами живем в такой богатой стране, которую правит такой президент, который дает нам всем возможность двигаться одновременно и зарабатывать деньги. Хотя многие из нас говорят, ой, президент такой-сякой и так далее. И знаете, даже если придет другой президент, никто за нас работать не будет. Правильно? Но сегодня у нас есть все в стране. И свобода, и спим спокойно, нас не бомбят, утром встали, вода есть на столе. В Африке люди что делают? Умирают от жажды, нет воды. К воде хлеб есть, я точно знаю, у каждого кусок хлеба есть. Масло есть, мясо есть, это же богатство. А мы плачем. Крыша над головой есть. Кто живет на улице? А мы все время думаем, ой, какие мы бедные, несчастные, да? Только потому, что мы вот эти 10% денег, как бы хотелось, не зарабатываем. Поэтому, ребята, обратите внимание на свои мысли и повернитесь на то, что у вас сегодня есть. А мы все время смотрим на то, чего нет, и имеем то же самое. То есть мысли,
какие у вас, то и вы имеете. Если вы все время думаете, ой, денег нет, здоровья нет, возможностей нет, никогда не будет. Сегодня повернитесь и скажите: слава Богу, какой я богатый. Живу в такой стране свободной, где есть все, и вода, и все. Есть дети. Сегодня вы все владеете новой технологией. Посмотрите, сколько телефонов обращены ко мне. Это же богатство. А ваши родители 20-30 лет назад имели такую возможность пользоваться новой технологией? Нет, это богатство. Это же богатство. Поэтому, ребята, мы с вами очень богатые. Если отсюда, вот здесь у вас, если будет богатство, здесь, если у вас будет богатство изобилия, вы все станете богатыми. Поэтому не говорите слово «хочу», а говорите «я богатый, потому что имею сына, мужа, детей, живу в такой стране, здоровый, не крушим салу». Это же богатство. И последнее – фокус. Следующая сторона треугольника – это фокус. У вас должен быть фокус. Что такое фокус? Это краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели. У каждого человека должны быть цели. Если у человека нет целей, значит он не живет, а просто существует. Поэтому, ребята, с этого дня, в любом возрасте, напишите себе 3 цели. Краткосрочные до 3 месяцев, среднесрочные от 3 месяцев до года и долгосрочные до 3 лет. И скажите: я не я, и это сделаю. И вы обязательно добьетесь. И для этого нужно всего лишь 3 вещи выполнять. Физическое тело нужно качать. Когда вы качаете, занимаетесь спортом, у вас будет энергия. Только энергичный человек может построить бизнес. Согласитесь? Если нет энергии, представьте, когда мы первый день приехали, вы сможете что-то сделать? Сегодня посмотрите, как вы прыгаете, как вы танцуете, столько энергии, глаза горят. Вы сможете дать информацию? Вы сможете сделать? Да, поэтому конечно. физическое тело, ваши мысли и слово вас приведут к успеху. Поэтому каждому из вас я хочу пожелать, чтобы скоро вот у нас будет праздник. Хочу поздравить с наступающим международным праздником. Спасибо. Хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, благополучия вашей семье, достижения всех тех намеченных целей, которые вы поставите сегодня здесь, и напишите к этим целям сочинение «Какой я богатый». И вы на развернутой странице и читайте каждый день, и тогда у вас будет здесь изобилие, которое здесь вас приведут к изобилию, которое вас будет окружать. Спасибо вам.